Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Андерс Ослунд, шведский экономист, колішні дарадца ўрадаў России и Украины и один из авторов справаздачы про ситуацию с санкциями, якія Европейский Звяз увел супраць уладаў Беларуси. Господин Ослунд, добрый день. Большое спасибо за то, что нашли время с нами поговорить. В вашем докладе, в котором вы описываете ситуацию с санкциями Европейского Союза против белорусских властей, вы говорите, что Западу не нужно бояться вводить очень жесткие санкции, не нужно бояться обвала белорусской экономики, потому что при Лукашенко все равно не будет реального роста белорусской экономики, и покуда он остается у власти, белорусская экономика не будет расти. Но, тем не менее, по итогам вот этого года прогнозируют больший рост, чем ожидалось. Чем это вызвано? Спад на 1% в прошлом году, может быть рост на 2% в этом году. Это практически стагнация. Была полная стагнация в Беларуси с 2012 года. Что это просто экономическая система. Лукашенко не разрешает экономического роста. Похоже, в России, независимо от того, что там чуть больше роста в этом году. В основном в России полная стагнация с 2014 года, что они похожие. И что это одна причина, что Лукашенко – это главная проблема для экономики Беларуси. И другой аспект – это что Лукашенко и так совсем зависит от России, что чем более одиозный он отказывается, чем больше это стоит России его поддерживать, что нельзя думать, что Лукашенко сейчас может стать самостоятельным от Путина. И тоже выглядит, как Россия не очень хочет территории Беларуси, потому что они не хотят иметь множество врагов на своей территории. Что просто надо повысить цены для России, для Лукашенко, и что случается с народонаселением, но они будут страдать от того, что Лукашенко уходит от власти. Что из-за того, я считаю, что надо иметь максимальные санкции. Мне интересно, что это преобладающий взгляд среди демократов в Беларуси сегодня, насколько я могу это понимать. И вот еще одна рекомендация, которую я прочитал в вашем документе, это то, что санкции нужно ввести сейчас как можно быстрее и как можно резче, как бы не вводить их постепенно, короткими, маленькими шагами. С чем это связано? Почему вы считаете, что нужно санкции вводить так большим пакетом? Ну, цель – это чтобы Лукашенко уходит от власти, не чтобы он улучшает свое поведение, как это было раньше, западными санкциями против Лукашенко. И они имели положительный эффект, но мы видели год тому назад, что Лукашенко потерял всякие легитимности. Из-за того сейчас совсем другая обстановка. И тоже Путин не хотел особенно встретиться с Лукашенко до февраля, когда было много протестов в Беларуси, только после того, что Лукашенко получил контроль над ситуацией. Это значит, через полгода после так называемых выборов Путин более охотно встречался с Лукашенко. По-моему, они имели 5 встреч один на один после этого. Что для Путина лучше, что не слишком жесткие санкции, что они не слишком быстро развиваются.
Вот некоторые люди говорят, что само по себе отставка Лукашенко в качестве цели санкций – это нереалистично, что нужно добиваться освобождения политических заключенных, остановить репрессии, а что санкции сами по себе не могут привести к смене режима, что люди, если станет хуже в экономике, это не повлияет на уровень протестов, что уровень протестов вызывается не ситуацией в экономике. Что бы вы сказали на это? Я не верю в это. Я жил в Москве как шведский дипломат с 1984 по 1987 года. И общее мнение тогда было, что здесь ничего не изменяется никогда. Это будет то же самое через 30-40 лет. И, конечно, так и не было. Что это полная петрификация, стагнация, что мы видим сейчас в Беларуси. То же самое, тоже Россия. Что они похожи. Тоже ожидая, что режим Путина сломается рано или позже. Но когда, я не могу сказать, вероятно, позже, чем режим Лукашенко. Но это полная авторитарная клептократия. И если люди имеют выбор, они таких людей не избирают. Вот вы сказали, что вы ожидаете, что режим Лукашенко сломается раньше, чем режим Путина. Опять же, некоторые говорят, что покуда Путин у власти, он будет поддерживать Лукашенко, и у России достаточно ресурсов. Вот ваша оценка, насколько Россия готова давать свои ресурсы, чтобы противостоять западным санкциям? Если мы начинаем с цифрами, Россия сейчас, вероятно, дает $2 миллиарда в год в Беларуси. Ну, ВМП Беларуси – это $60 миллиардов в год. Россия может это повысить до 10%, как это было, скажем, 15 лет тому назад. Но тогда это был бы $6 миллиардов, что не очень много. Россия дает из федерального бюджета Крыму $5 миллиардов каждый год, Донбасс $4 миллиарда каждый год. Резервы сейчас $620 миллиардов. Но все же это все расходы. И это значит, что уровень жизни в России снижается. Последние 7 лет уровень жизни в России снизился на 11%. Что вопросом, сколько Путин может испортить жизнь своих граждан. А как вы вообще оцениваете те санкции, которые уже ввели и Европейский Союз, и Соединенные Штаты в отношении режима Беларуси? Надо было это раньше делать, но я удивлен, что европейские санкции более жесткие, чем американские санкции, и что они были раньше, чем американские санкции. Ну, я живу здесь, в Вашингтоне, ясно, что американцы считают, что Беларусь – это больше всего европейская проблема, что они ждут, чтобы Европа первая действует. Я был очень впечатлен те санкции, которые ввели Европейский Союз в июне этого года, из-за того, что они были секторальные, достаточно жесткие финансовые санкции, и тоже против друзей, криминальных друзей Лукашенко. Что мне очень понравилось, что сделано. Особенно мне понравилось, что они тоже санкционировали Михаил Гуцерьев, который главный российский олигарх, который действует в Беларуси, и что там были санкции против государственных облигаций в Беларуси.
что европейские санкции сейчас чуть более жесткие, чем американские санкции. И мне непонятно, почему США чуть меньше сделал по Буцерьеву и по облигациям. Но я думаю, что будут более жесткие санкции постепенно, потому что Лукашенко ничего хорошего не делает, только больше репрессий. И надо, по-моему, чтобы больше всего санкционировать финансы. Первое – государственные банки, финансы Беларуси, потому что это в основном для государственных компаний, которые Лукашенко контролирует. Потом российские государственные банки в Беларуси, потому что они работают для российские, в основном, государственные предприятия Беларуси. И потом против таких людей, как Михаил Гуцерьев, тоже Дмитрий Мазепин и Герман Греф, эти люди, которые вливают российские деньги в Беларусь. Сейчас, в ближайшие недели, Европейский Союз должен рассматривать пятый пакет санкций. И это делается в ситуации, когда через Беларусь идут потоки мигрантов в страны-соседи Евросоюза, страны такие, как Польша, Литва, когда есть кризис на границе. Что бы вы посоветовали Евросоюзу? Какие санкции ввести в ответ на теперешнюю ситуацию? Ну, это, конечно, сложный вопрос, и это тоже, скажем, военно-полицейский вопрос, с которым я не занимаюсь. Но очевидно, что возможно санкционировать те авиарейсы, которые летают в Беларусь, на которых эти так называемые иммигранты летают, но потом просто выслать их, потому что это немедленно, и нет особенную процедуру, потому что это не нормальные иммигранты, это организовано Лукашенко. Но обычно такие вещи очень сложные с юридической точки зрения, особенно в Германии, куда они больше всего поедут потом, если они могут приехать через Польшу. Ну и мой последний вопрос. Если абстрагироваться от ситуации с мигрантами, от тех раздражителей, которые вызывали санкции, то та же посадка самолета Ryanair, вот если бы от вас зависело одномоментно, какие санкции должны принять Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в отношении режима в Беларуси, какие бы вы основные 3 или 5 пунктов назвали? Да, 3 пункта. Первое – это друзья, криминальные друзья Лукашенко, его семьи, потому что это они больше всего чувствуют, ну, тоже следят их деньги, которые, вероятно, находятся в Дубае. И надо это рассмотреть правильно. Второе – государственные финансы Беларуси. Третье – государственные финансы России по поводу Беларуси и те олигархи, которые пробуют покупать белорусские предприятия. То есть я уточню, правильно ли я вас понял. Во-первых, найти счета в дубайских банках у людей, связанных с режимом Лукашенко и лично с Лукашенко. Второе – это санкции против государственных белорусских банков и российских банков, которые имеют интересы в Беларуси. Так я понимаю? Да. Это вот эти основные пункты. Да, и те олигархи, которые стоят за государственными российскими деньгами в Беларуси. Спасибо большое. Спасибо. Я нагадаю, з нами на сувязі був
Андрес Ослунд, шведскі эканаміст, былы дарадца ўрадаў Расіі і Украіны, і ён адзін з аўтараў нядаўняй даклада, нядаўняй справаздачы пра тое, як дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі ў адносінах да рэжыму Беларусі і што яшчэ варта было б зрабіць у гэтай сферы. Я нагадаю, што вы можете подпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Спасибо. Thank you very much. Thank you.